Дня в Ингушетию прибыла представительная делегация Совета Федерации. Глава региона Юнусбек Евкуров лично провел для законодателей экскурсию по инвестиционным объектам Сунжинского района. Это агрокомплекс Сунжа и сад-гигант Ингушетия. Гости высоко оценили возможности оптово-распределительного центра, попробовали на вкус ингушскую продукцию. А на завтра запланировано знакомство с горной Ингушетией. Репортаж Жаредат Халухоевой. Первым делом членам Совета Федерации знакомить с инвестиционными объектами региона. Крупнейший современный тепличный комплекс Сунжа, безусловно, станет гордостью республики, да и страны в целом. Масштабы предприятия впечатляют. Общая площадь территории, отведенная по строительству объекта, составляет 10 гектаров. В планах у инвестора выращивание томатов, огурцов и зелени. Теплица будет работать по голландским технологиям, которые позволяют выращивать растения в специальном субстрате – минеральная вата, что в свою очередь позволит уже отказаться от грунта и химикатов для уничтожения обитающих в нем вредителей. При реализации проекта будут использоваться климатические преимущества региона, такие как большое количество солнечных дней, уникальные характеристики воды для полива и питания растений. В частности, будет использоваться вода из оросительной системы, поступающая из горной реки Аса. Проект у нас делают, таких заданий уже получили мы разрешение. И где-то 20 чем-то нам потребуется самим, остальное на реализацию. Это и на обогрев, да? На освещение. Обогрев газ есть, мы подвели газ. Котельные есть, вот там сзади 2 котельные голландские. Обещают, что вскоре продукция агрокомплекса Сунжа заполнит отечественный рынок. Ну а пока здесь продолжаются строительные работы. Турецкая компания Асара совместно с европейскими партнерами собирает конструкции. Идет накрытие кровли. Пленка, двойная пленка, турецкая, очень качественная, 200 микрон. Верхний слой – это рассеиватель ультрафиолета. А нижний слой пленки с покрытием антифог, чтобы не собиралась роса. Понаблюдав за ходом строительства в агрокомплексе, гости отправились в оптово-распределительный центр с единовременной емкостью хранения плодоовощной продукции 36 тысяч тонн на предприятии «Сад-гигант Ингушетия». Хранится вот в этих холодильниках, слева, справа 8 отсеков, всего хранится больше 60 тысяч тонн. Когда на продажу здесь установлены самые современные 2 итальянские линии по 20 тонн в час. Это в России самые современные, нет таких. Возможности оптово-распределительного центра так велики, что он вполне может принять на обработку не только собственный урожай, но и продукцию из соседних регионов. На предприятии выращивают нектарины, персики, абрикосы и черешню. Попробовав все понемногу, гости спешат поделиться впечатлениями. На вкус великолепные яблоки. Значит, хотелось бы приложить все усилия. И мы постоянно, в общем-то, в нашем комитете работаем с сетями для того, чтобы, знаете, прекрасный президент об этом говорил, программа импортозамещения, она была не только на бумаге, но и в жизни. И, в общем-то, то, что мы здесь видим, оно и должно, в общем-то, помочь именно этому. Эти яблоки должны быть на прилавках магазинов на всей стране. Надо этим гордиться. Первое яблоко на ингушской земле сел. Дай бог, чтобы это всегда было вечно. После дегустации всем стало интересно, по каким технологиям выращивают фрукты. Гостям провели экскурсию. Им рассказали, что здесь нет никакой химии, только экология, ингушские земли и итальянские технологии. Чем еще ценный сад отличается? Не просто плотностью насаждений. Он гарантированный урожай. Видите, здесь капельницы, трубки. Ежедневно каждое дерево получает столько влаги, сколько ему необходимо, в зависимости от температуры, в зависимости от урожая. Чем больше урожай, тем больше влаги он потребляет. Тем больше температура, тем больше испаряемость больше, надо больше воды вернуть в эту землю. «Сад-гигант» – первый в Ингушетии проект по выращиванию фруктов, позволяющий собирать до 55 тонн яблок с гектара. Он был заложен в 2013 году, а сегодня здесь выращивают более 15 сортов яблок. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин признается, предприятие такого уровня не может не радовать. Мы знаем о вашем проекте, знаем, что это очень серьезно сегодня, потому что, к сожалению, Российская Федерация обеспечивает только на 22% себя яблоками. Нам еще требуется порядка 5 миллионов тонн для того, чтобы обеспечить полностью потребности всех жителей. Для
биологически установленные нормы потребления. И, конечно, для нас особый интерес представляет вот этот вариант садов, интенсивных садов, потому что мы хотим этого, не хотим, вынуждены входить в международное разделение труда, международная конкуренция будет. И если наши конкуренты на Западе, на Востоке сегодня имеют урожайность 80-90 тонн с гектара, то, конечно, надо добиваться тоже такой же урожайности, чтобы эффективность нашего сельскохозяйственного производства была на таком же уровне примерно. Здесь мы имеем как раз тот самый характерный пример, потому что в среднем у нас, конечно, значительно меньше по Российской Федерации урожайность. Но вот тут, в Ингушетии, мы как раз видим, что уже сейчас, даже вот только 4 года, как этот сад-гигант работает, уже добились урожайности до 80 тонн с гектара вот на первых вариантах. И, конечно, это говорит об очень большой значимости этого именно вида садоводства для того, чтобы выпускать конкурентоспособный, так необходимый для сегодня россиян продукт. Добавок ко всему, мы знаем еще, сейчас посмотрим здесь, и применяются современные методы хранения урожая, потому что у селян две проблемы существуют: вырастить урожай, и второе, этот урожай сохранить. Второй этап вот нашей работы будет это как раз рассмотрение новых технологий хранения урожая. Но даже вот увиденное сейчас, конечно, нас восхищает, откровенно говоря, что насколько трудолюбиво, грамотно здесь сделано. Огромная благодарность главе вашей республики, потому что без него, конечно, этого бы не получилось. Вот уже рассказывал нам глава республики о том, что это решение принималось вот для поддержки этого проекта. Ну и, конечно, самих инвесторов, нашего коллегу Билана Багудиновича Хамчиева. Впереди у гостей знакомство с рыбным предприятием и достопримечательностями столицы региона. Кроме того, завтра они смогут увидеть архитектурные памятники Джайравского района. Жарадат Холхоева, Гапур Чехкиев, Новости 24.